Эфир телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Радченко. Коротко о главных темах. Не сложнее, чем сходить за продуктами. Власти Якутии упростили процедуру вакцинации и выделили транспорт для прививочных бригад. Федеральная программа развития сельских территорий подарит нашему региону в этом году 15 социальных и объектов ЖКХ. А якутские спортсмены завоевали бронзу чемпионата России по волейболу сити. Нижняя кромка ледохода на реке Лени наблюдается выше поселка Кангаласы. Ниже по течению у села Намцы идут подвижки льда. Вода у поселка Табаги поднялась на 10 сантиметров без превышения критических отметок. В районе Якутска вода прибыла больше, чем на полметра за 4 часа, до критических значений чуть меньше 6 метров. В Намцах все по-прежнему, чуть более 5 метров при 9,5 критических. За 4 часа вода прибыла на 10 сантиметров. Говоря о реке Алдан, сохраняется затор в устье, до критических значений менее 2 метров. На реке Амге у села Чемнаи продолжает прибывать вода до максимально допустимого уровня менее метра. Затоплены низменные части, размыты местные дороги. Проезд к другим населенным пунктам сохранился. На реке Вилюй уровень воды во всех участках в пределах нормы. На реке Яне на территории Верхоянского района отмечаются разводья. На реке Березовке густой ледоход. Уровни также в пределах нормы. Что касается реки Колымы, то ниже гидропоста Зырянка лед подняло. Вода ниже критических значений почти на 2,5 метра. Автомобили госучреждений будут обслуживать прививочные бригады в Якутии. Такое поручение дал глава региона Сэн Николаев. Он отметил, что процедура получения прививки максимально упрощена. Каждый желающий может обратиться в медучреждение Якутска и Мегино-Кангаласского района без предварительной записи и привязки к месту жительства, имея при себе только паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Добавим, что прививку от коронавируса можно получить не только по месту регистрации. Полный курс вакцины против ковида прошли более 100 тысяч якутян. В регион с начала поставок прибыло 130 тысяч доз российских препаратов. Более подробно о ходе и организации прививочной кампании в Якутии. Материал Ульяны Шагиной. Для мобильных бригад при поликлиниках горячая пора. Заявок поступает много, нужно в течение дня успеть все обработать. Рабочий день выездной бригады столичной поликлиники номер 1 начинается с раннего утра. Принимаются заявки от трудовых коллективов для выезда на предприятие, но и в приоритете остаются маломобильные граждане. Это инвалиды, ветераны тыла, которые не могут по состоянию здоровья подойти в поликлинику и получить вакцину. И на сегодняшний день сколько таких было заявок? День от 5 до 19. В поликлинике Республиканской клинической больницы номер 3 за это время привили 40% пожилого населения и порядка 300 прикрепленных к медучреждению маломобильных граждан. Для выездов используют только определенную вакцину, подходящую для транспортировки. Для транспортировки Эпивак Корона только подходит, да? То есть его можно хранить в холодильнике, с складоэлементами в сумке, да? А спутник Ви строго в условиях морозильника. Сегодня в регионе работает 119 мобильных бригад, в которых задействовано свыше 800 медиков. И все они сегодня активно ездят по заявкам, поступившим в колл-центры. Нужно позвонить в колл-центры медицинских организаций, где вы прикреплены. Вас запишут на ближайшую дату и время, в которую они могут подойти. График работы поликлиник продлен до 8 часов вечера, в связи с чем в день прививают порядка 200 человек. Причем получить вакцину сегодня можно в любой поликлинике, независимо от места прикрепления. Многие сегодня понимают, что только вакцинация сможет формировать коллективный иммунитет. Вот если логически подумать, да, чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее эта зараза отстанет. Поэтому, я считаю, долго тоже думали, решили, что нужно принять эту вакцину. Тем более она сейчас уже прошла достаточно много времени и показала себя положительно. Ее используют во многих странах уже. Я думаю, это безопасно и не нужно. Все. Чтобы еще больше увеличить охват населения вакцинацией, в Якутске и соседнем Мегино-Кангаласском районе пункты вакцинации планируется организовать не только в поликлиниках, но и в офисах МФЦ «Мои документы», банках, автовокзале, аэропорту, ЖД-вокзале, в крупных торговых центрах и административных зданиях. Ульяна Шагина, Татьяна Филиппова, Семен Афанасьев.
Специально для телеканала «Якутия-24». К другим новостям. Норматив стоимости квадратного метра жилья могут увеличить на 13%. Во втором полугодии он составит 55 720 рублей. Приказ принадлежит Минстрою России. Отмечается, что на первое полугодие он составляет 49 173 рубля. Таким образом, рост может составить 13%. Нормативы стоимости квадратного метра применяются при расчете различных социальных выплат по госпрограммам, либо при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда. Федеральная программа развития сельских территорий подарит Якутии в этом году 15 объектов капитального строительства. Это детские сады, спортивно-оздоровительные комплексы, локальные водопроводы и газовые сети. На эти цели предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей. Кроме этого, с 2021 года начинается реализация 8 объектов капитального строительства, ввод которых планируется в 2022 году. Мы с этого года начали реализовать еще строительство крупных объектов, таких как детский сад в селе Усть-Кёль Усть-Алданского улуса, строительство школы в селе Сырдах Усть-Алданского улуса, также строительство бассейна в селе Сунтар и строительство детского сада в селе Киндяя Сунтарского улуса. Также есть объекты в Верхневилюйском районе, это культурно-спортивный комплекс Кырыкай в селе, и в селе Харбала детский сад. Проект «Трудовой отряд мэра» продолжит работу в этом году в Нерюнгре. Программа летней занятости для молодежи впервые стартовала год назад. Активисты от 14 до 18 лет сделали первые шаги к взрослой жизни и получили трудовой опыт. Участники проекта нашли много плюсов в своей деятельности. Это запись об официальном трудоустройстве, финансовое вознаграждение, приобрели знания и новые знакомства. Основным фронтом работ молодежи была уборка и благоустройство родного города. Кроме этого, ребята помогали культурным учреждениям, взаимодействуя с общественными организациями. В этом году отряд мэра набирает 30 молодых людей на трудоустройство на 3 смены, июнь, июль и август. Поступило большое количество заявок, их было более 460. На 30 рабочих мест конкурс среди молодых людей был очень большой, поэтому те ребята, которые прошли, они являются достойными кандидатами на то, чтобы получить место в отряде мэра. Мы принимаем в отряд преимущественно ребят, которые оказались в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, поэтому наша задача не только дать возможность заработать деньги, но и так или иначе социализировать молодых людей. Решить проблему с нехваткой местной продукции пытаются в Ленске. В районе только одно предприятие, которое занимается производством, и мощностей на всех, понятное дело, не хватает. Как решают вопрос, выясняла Светлана Балеева. Районная администрация и личный глава уж на протяжении нескольких лет оказывают финансовую поддержку всем желающим заниматься развитием сельского хозяйства, будь то простые жители, крестьянские хозяйства или предприниматели. Одной из тех, кто получил помощь, притом лично от главы района, на приобретение инкубаторов для разведения птицы стала Владслава Левандовская, предприниматель Ленска. Торговля просела, поэтому нужно было возвратиться опять к сельскому хозяйству. И я решила, что куры мне само то это, тем более имея такую производственную базу. На выделенные средства женщина приобрела фермерские инкубаторы, заказала элитные яйца, произведенные в Чехии, Венгрии, Канаде и Франции. Планирует вводить птицу не сотнями, а тысячами. Разведение птицы началось успешно. Первая партия, это цыплята-бройлеров, уже реализована. Сегодня на подходе индюшки. А в этом году я планирую 1500, а то и 2000 это вывести. Вот сейчас подойдут инкубаторы, значит, я буду это высиживать и именно ездить по селам, предлагать. И хочу водоплавающую птицу попробовать выводить, это уток, мулардов и гусей. Планов у женщины много, и она уверена, что при такой серьезной поддержке в лице главы района они обязательно воплотятся в жизнь. На самом деле база очень хорошая, перспектива базы есть. Ну и уважаемая госпожа Левандовская, если желание такое есть, она человек, несмотря на возраст, очень активный, такой пробивной, я думаю, что должно получиться все. Наша поддержка будет обязательно. Сегодня Владслава Брониславовна принимает заявки от ленчан на приобретение птицы и уверяет, что цены будут ниже, чем везде. По словам предпринимателя, мы не добьемся желаемого результата, если будем поднимать цены. Ведь только снизив ее, можно вызвать у людей желание приобрести птицу и попробовать себя в роли новоиспеченного фермера. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутские спортсмены завоевали бронзовую награду чемпионата России по волейболу сидя. Соревнования прошли в Раменском Московской области. Мужская и женская сборные Якутии, состоящие из игроков 6 районов и Якутска, показали следующие результаты. Итак, женщины по итогам 2 туров набрали одинаковое количество очков. С командой Московской области заняли 3-е место.
По итогам кругового турнира мужская сборная заняла 5-е место. Им противостояли команды Свердловской, Московской, Кемеровской областей, Башкирии, Бурятии и Санкт-Петербурга. Кроме этого, якутянина Станислава Никитина включили в резервный состав сборной России. В первом круге мы обыграли 3 команды и проиграли только в Москве. Выиграли Московскую область и Санкт-Петербург. Ну, там из 5 партий очень были такие игры сложные, но мы все-таки выиграли 3-2, 3-2. А во втором круге проиграли Московской области, но выиграли то же самое у Санкт-Петербурга, тоже выиграли во второй раз. И по набранным очкам у нас стало по 18 очков у нас и у Московской области, но там по регламенту у нас идет в первую очередь соотношение выигранных и проигранных партий. И поэтому показатели мы остались на 3-м месте. На этом пока вся информация. До встречи в эфире и хорошего вам дня.